Здравствуйте! В эфире передача «Преступление, наказание, закон». В студии Александр Федюнин. В здании Межмуниципального управления МВД России Якутское состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию создания подразделения по делам несовершеннолетних. Подразделение по делам несовершеннолетних, у нас является, можно сказать прямо, лучшим подразделением профилактики системы органов внутренних дел. Назову несколько цифр. Действительно, благодаря сотрудникам этого подразделения, начиная с 2010 года у нас по республике намечается такое снижение преступности, улучшение криминогенной обстановки среди несовершеннолетних. На 36% снизилась преступность. Тяжкие, особо тяжкие преступления на 60% снизилось. Наверное, это что-то значит. Групповых преступлений 36%. Потом, благодаря совместной работе всех органов профилактики, в школах, учебных заведениях, в школах у нас на 19% снижена преступность учащихся школ. Студентов, студенческой среды вообще на 80%. Понимаете, это заслуга, базовая заслуга. Действительно, мы празднуем, чествуем вас в этот день. И что еще тоже отрадно заметить, в основном у нас сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних — это девушки, женщины, как мы говорим, славы, но отнюдь не так. Буквально у нас единицы мужчин работают в этой службе. По республике 113 сотрудников. И действительно, вы на передовом рубеже. Мы требуем от вас, кроме профилактики, раскрытия преступлений, участия, дежурства, то есть все функции полиции выполняете в полном объеме. И служба действительно у нас это престижно, ни комплекта практически нету, всего лишь 2 человека. То есть идут и работают. И честь и хвала вам, еще раз выражаю благодарность, ветеранам особенно подчеркиваю, что действительно не забывают. Разрешите пожелать вам всего самого доброго, как говорится, успехов в службе, раз профессиональный праздник. Ну и естественно, чтобы дома все хорошо было. Отделом по работе с личным составом столичной полиции организован традиционный праздник для детей-сотрудников, приуроченный ко Дню защиты детей. Слово для поздравления предоставляется временно исполняющей обязанности начальника Межмуниципального управления МВД России Якутское полковнику полиции Владимиру Михайловичу Арбузову. Добрый день, дорогие ребята. Сегодня действительно у нас торжественный праздник, День защиты детей. Сегодня соревнования. В этих соревнованиях пусть победит сильнейший. Но надо всегда помнить о том, что всегда побеждает дружба. Засекаем наше время. Сотрудники полиции проверили готовность детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. Сотрудники ПДН совместно с другими подразделениями столичной полиции тщательно проверяют, соответствуют ли детские загородные лагеря требованиям безопасности.
К началу летнего сезона все предназначенные для детского отдыха учреждения будут проверены. Весь отпускной сезон они находятся под наблюдением инспекторов по делам несовершеннолетних. Если у родителей возникнут какие-либо вопросы по обеспечению безопасности детей, им следует обратиться в полицию. Контактные телефоны имеются у администрации лагерей. В экстренных случаях необходимо звонить 02. Мы со своей стороны хотим пожелать, чтобы предстоящим летом отдых прошел без проблем и помощь полиции не понадобилась. Сотрудники отдела по раскрытию разбойных нападений задержали злоумышленников, совершивших налет на продуктовый магазин в районе ГРЭС. Столичные оперативники установили семейную пару в возрасте около 40 лет, причастную к дерзкому нападению на торговую точку. Родители 3 детей злоупотребляют алкоголем. В этот день они изрядно выпили, после чего водка закончилась, а продолжить возлияние очень хотелось. Чтобы добыть денег на выпивку, они задумали напасть на магазин. Из старой вязаной женской шапки соорудили балаклаву, прорезав дырки для глаз. Мужчина вооружился ножом, и парочка подошла к павильону. Женщина осталась сторожить дверь, а мужчина вошел в торговый зал, приставил нож к горлу продавщицы и потребовал деньги и водку. Я боюсь этого человека просто. А просто он здесь же местный, да? Здесь же живет, да? Да. Ну, в принципе, его же уже задержали. Ну, задержали, но как бы я думаю, даже у него лицо как бы знакомое, как будто я его где-то видела даже. Испугались сильно, да, после Конечно, этого? очень сильно. Я 16 лет работаю в магазинах, у меня за 5 лет первый раз такое. Забрав из кассы 9 тысяч рублей, алкогольную продукцию почему-то не взяли, злоумышленники, чтобы запутать следы, стали уходить через озеро, побросав туда одежду. Но уловки их не спасли. На похищенные деньги они пьянствовали недолго. Через несколько дней к ним постучали сотрудники по раскрытию разбойных нападений столичной полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Уважаемые горожане и гости столицы, в Якутске продолжают похищать велосипеды. Не оставляйте их на улице и в подъездах. Сотрудниками уголовного розыска межмуниципального управления столичной полиции раскрыто несколько краж велосипедов, совершенных на территории Якутска. Задержан мужчина, который признался в 7 эпизодах. Несколько из них совершены весной прошлого года. Сыщикам удалось найти граждан, купивших похищенное за бесценок. Велосипеды у них изъяты и будут возвращены владельцам, а покупатели лишились как приобретенных с рук вещей, так и денег, которые они заплатили. Значит, где-то в середине апреля мой сын оставил велосипед на улице. В 4 часа дня мужчина лет под 40 похитил велосипед. Путем перекуса металлического троса. А он в подъезде велосипед находился, да? На крыльце. Велолюбителям необходимо знать, что оставленный без присмотра велик очень легко похитить. Каждую весну начинаются серии так называемых сезонных краж, и отделы полиции бывают буквально завалены заявлениями. Имеющиеся в продаже тросы, которыми технику крепят к заборам или столбам, неэффективны, так как злоумышленники легко их обрывают. Поэтому нужно не лениться и поднимать велосипед в квартиру, на каком бы этаже вы ни жили. Причем ставить не на лестничной клетке, пристегнутым к батарее, а заводить именно в квартиру, потому что подавляющее большинство краж происходит именно из подъездов. Велосипед находился здесь. 1 мая 2015 года в дежурную часть обратилась гражданка, проживающая в данном доме, с заявлением по факту кражи велосипеда данного подъезда. Велосипед находился здесь. По данному факту в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены 2 мужчин 91 года, оба ранее судимые, которые похитили данный велосипед. А они как попали вообще сюда, в этот дом? Находились в гостях у своего друга. К сожалению, не все похищенные велосипеды быстро возвращаются владельцам. Даже когда злоумышленники задержаны, найти следы проданной первому встречному технике нелегко. Поэтому убедительно просим не оставлять свои вещи без присмотра. Нарядом отдела вневедомственной охраны задержан мужчина с ножом. Детей и впечатлительных граждан просим отойти от экрана. В конце мая на пульт оператора 02 поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Клары Цеткин произошло убийство.
Для проверки информации на место происшествия выехали наряды наружных служб. Было установлено, что мужчина скончался от ножевого ранения, а подозреваемый в преступлении скрылся с ножом в руках. На поиски злоумышленника были направлены все патрули. Мужчина был обнаружен на улице Петра Алексеева нарядом отдела вневедомственной охраны. Он стоял возле подъезда, да? Он стоял возле подъезда, в руке был нож, 500 кривей. Он какие-нибудь действия оказывал? Нет, он стоял. Стоял. Вы ему команды какие-нибудь подали? Да. Дали команду бросить нож, он бросил нож. Потом команда бежать, он лег, потом руки за спину, одел его наручники и машину. Ну, то есть он неповиновения не оказывал, Нет, да? не оказывал. Он полностью свою вину сознает, говорит, что ударил. А где он стоял? Стоял вот он здесь, получается, возле лестничной площадки. Он где нож? Вот где нож лежит. Странный гражданин стоял вот здесь, возле лестничной площадки. Вот он нож. На ноже там следы крови. Подозреваемый свою вину не отрицал. Он пояснил, что причиной трагически закончившегося конфликта с родственником послужили накопившиеся обиды. А вот сегодня как-то так произошло, он меня избил, лом на меня взял, начал на меня кидаться. Вот видите сами. Вон, по-моему, лицо. Вероятно, и немаловажную роль сыграло злоупотребление алкоголем. В настоящее время, по данному факту, городским отделом Следственного управления Следственного комитета по Республике Саха-Якутия ведется следствие. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Энмеха битин бир тылы, эйгин таптыбын дебити. Быста кабыл жанан мин бардым, карама түге кэн. Эйхэ бете хэбипи, бир тылы догору. Аты бар туранын ону, Сибеки тупутун кериспе, карагын улара мин борбар, сыпсыластамак болан түстүлер. Быста кабыл жалан мин бардым, караңа түге кэн. Эйхэ бете хэбипи, бир тылы догору. Быста кабыл жалан мин бардым, караңа түге кэн.